Лайк. Собака вместе живет. Сейчас раннее утро, 3:20, и мы решили поехать в Камбоджу. Заказали машину. Это ребята, местные ребята, я имею в виду россияне. И 3 часа нас забирают. И 4 часа дороги. Приехали на парковку. Здесь такая парковка. Ну, примерно приблизились. Сейчас будем перекусывать и дальше поедем. Нам дали 20 минут. Столько народу. Вот, за 7 часов утра все подъехали. Когда мы подъезжали, парковка была полупустая. Смотрите, какие хаси они вот делают, тут тюнингуют. Здесь магазинчики, туалеты. Мы все, кто-то едет из Камбоджи, кто-то едет в Камбоджу. У нас в планах встретиться с местными, там есть, мы хотим встретить детей, там купили несколько вкуснейших. Бат для чего? Чтобы пройти границу. Сейчас детально расскажу, что надо заплатить за вход. Все, это за фото нужна виза для Камбоджи. И если есть у тебя фотографии 3×4, ты можешь не платить. Если кто планирует приехать в Камбоджу, берите цветные фотографии. 3×4. Сейчас по времени 8:20, 8:30. И вот такой колонной мы будем сейчас переходить границу. Вон там, как я понял, граница тайская. Дальше мы пройдем нейтральную зону. И дальше вот Камбоджа.
Так, добро пожаловать в Камбоджу. Так, находимся в магазине Камбоджа. Вот такие шляпы есть. Тапочки. А тут пара. Круто. Такие красивые статуи. Ну, почти конкретно долго стояли. Паутину набросали. Здесь вот так открывается видно. О, круто. Рюкзак. Старые купли были. Вот такие улицы. А если в Таиланде дорога у нас левосторонняя, это здесь правосторонняя, как у всех, ну, как у нас. Сервис, большинство гибриды и пикапы. На пикапы почему такая популярность? Сказали, что при растаможивании на пикапы дается 65% от стоимости, а вот на других, вот седаны, ну, внедорожники, это не считая, что пикап внедорожник, если у него есть кузов, у него рассчитывается 65%, а вот на простые седаны, не гибриды, бензиновые, там 130% плюс сверху. Если человек едет на седане, вот Камри, да, вот, он дорогой. И вот Альфард, вот тоже у него такая цена. Вот, у всех есть свои вот такие семейные бизнесы. Вот, если кто-то, вот эта семья решила открыть, ну вот, авторемонтную мастерскую, а здесь аптека, а здесь вот кто-то открыл, ну, именно кафешку. Вот. На пенсионеров нету, то есть на пенсии здесь нету. Молодые обеспечивают своих вот, бабушек и дедушек. Вот. В основном все здесь они зарабатывают на туризме. Так, в принципе, что-то здесь строится, что-то развивается. А? Где находимся? Камбоджа. Вот, именно конкретно где? Это я сама не поняла. Королевский парк. Да, Королевский парк. Здесь самая первая гостиница, которая была основана в 1934-35 году. И там останавливался сам Чарли Чаплин. Ну, смотрите, продают. Вообще внизу. Вот смотрите, купили, да. О, радуется.
It's for him? For him? Yes. Да? Вот уже продали, вот сколько. Вот, собирают ботинки отдельно. Вот. Это место для ботинок. Вот. Типа как кочерги. Он собирает. Вот. Порядок. И все должны вот на своем углу ходить. Вот мальчик с папой, вот, которые купили птички. Вот. Вот они. Вот так они собирают. Вот это парк, получается, есть деревья, высоту не знаю, они насколько большие, и там вот наверху можно увидеть летучие лисицы называются. Ну, они как бы они летучие мыши, но похожие на, ну как мне сказали, лицо похоже на лисицу, либо на писта. Я здесь скриншот добавлю. Вечером они просыпаются. Вон там они. Огонь! Приехали в деревню, здесь живут хмеры, здесь такой мальчик, Ичков. Ой, красавчик. Ачка. А, давай. Лайк. Вот там сестренка, красавица. Вот у них, смотрите, как... Вот, вот они. Ой. Они так... Хотите спросить? Да, что хочешь спрашивать? Просто попросить доллары для мальчика. Деньги хочет, да? Деньги хочет. Очень культурный. Они счастливы, вот так. Ну, конечно. Ой, смотри, смотри. Как обустроен быть, да, инфраструктура? Инфраструктура рыбацкой деревни. Вот все такие бытовые отходы, они сливаются сюда. И, ну, и отсюда пьют. Вот так и живут. Вот. Жестянка, девочка, собака вместе живет. Вот сваи, это при половодье вода приходит, при половодье поднимается вода, уровень воды, и здесь у них двухуровневые дома. Вот так они живут. Ага. И первое, здесь и куры ходят. Вот здесь куры, здесь собаки, здесь и магазин.
Вот так обустроено. Садиков у них нету. Вода, смотрите, вот некоторые подняли дома вообще в высоту. У некоторых вообще нету. Вот с такими условиями сталкиваются люди. Как королева. Так, немного покажу гостиницу Камбоджи. Смотрите, какая обстановка. Везде дерево, красное дерево. Так, выходим. Так, все устроено. Так, ну все. Халат, не халат. Так, с выходом на бассейн. Вот такая у нас зона. Самое то. Вот пришли в магазин, здесь с дочкой в магазине работают. Мы купили несколько колы, вот купили. И вот девочка сидит маленькая. В принципе, что здесь есть? Ну, кола, энергетики особо важные, там шильные, мыльные и вот лапша. А так все здесь живут на втором этаже, как я понял. И там... Can you record video inside? Okay. Как они вот здесь живут. Вот здесь гамак. И дальше там дом. How years old? Yeah. My baby. 1, 2 years old? No, 1, 2 years old. Months? 10 months. 10 months? Yeah. What's her name? Mali. Mali? Yeah. Is your first baby or second? Yeah. It's first baby. Girl. You have one child or two? One time. She, only she, Yeah, one. Так, зашли в местный магазин в Камбодже, маленький продуктовый магазин. И хочу показать цены. Это, ну, есть в долларах и в реалах местных. Это вот Лейс. С чем сравнить я не могу. Сейчас потихонечку покажу. Вот. Тык. Вот. Чекопай $1,5. $1,5. Что еще есть? В принципе, ну, Орео. 4000. 4000. И в принципе и именно алкогольная продукция, да, вино и там ром, виски. Так вот.
Так, вот пришли в такой уголочек маленький. Вот это хозяйка, my big sister. Она вот продает платье, продает. Земля у нас песочные. И вот так сзади бэкстейдж. How much your salary? Побеседовав с хозяйкой этого торговой точки, мы узнали, что у нее зарплата в день, чисто прибыль ориентировочно выходит где-то 5-10 долларов. Она живет поблизости. В 5:30 она закрывает магазинчик и уходит домой и занимается своими хозяйственными делами. Муж у нее фермер, есть свое хозяйство домашнее, есть дочка 4 года. И правительство как бы не берет никаких налогов за продажу. И они, соответственно, продают за низкую стоимость. Вот. Хозяйка, как все жители Камбоджи, очень открытая, добрая, любознательная. Она хорошо идет на контакт. Вот в некоторых странах некоторые люди не хотят раскрывать своих секретов, а в Камбодже люди очень открыты. How many days vacation? Long? Not long because of the virus COVID before vacation around 2 months, 1 month and a half, but now only 10 days. После ковида, пандемии, Камбоджа потеряла 70% своих туристов, и в данный момент государство поменяло в свои выходные праздничные дни, укоротив и добавив рабочие дни. Your ethnicity is Khmer? Khmer, English. Up to you if you have time, you can play Vietnam, Thailand. Дальше мы посетили памятник геноциду камбоджийским людям от красных Khmer. Я предлагаю вам прочитать статьи в интернете про отдельно про красных хмеров. Дети здесь местные, они здесь проживают вместе вот со склепами. Здесь местность трагическая. Mana kali tinggal awal itu? Tuh. Куриные лапки. Одна? Курс туда. Старожубик товар, да? Дорого. Вот сюда. Шутка. Это мукан, вот так. Кровяная колбаса. Колбаса какие-то.
О, язык. Он на кузнечик. О, смотрите, вот это семейный бизнес. Заметьте, вот супружеская пара и сзади гамак детский, и там ребенок лежит с планшетом и смотрит YouTube. Вот. Да? Вот проходим возле АЗС. Ну, это в местной валюте, но смотрите, дизель дешевле, чем 95-й. А у нас наоборот, дизель самый дорогой. Total Energy. Почему так? И при том, что у них бензин-то привозной, а у нас свой.